Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. МИД Казахстана прокомментировал слишком большую территорию для посольства США. На днях стало известно, что правительство нашей страны собирается передать в аренду Соединенным Штатам сроком на 49 лет земельный участок в Алматы площадью больше 70 тысяч квадратных метров под строительство нового американского консульства. Замглавы МИД Алибек Бакаев заявил, что выделение территории для нового посольства США – это стандартная международная практика, а большая площадь просто-напросто нужна для работы. По словам Бакаева, наши посольства за границей тоже располагаются на согласованных территориях. Это удобно для работы и решается в рамках межгосударственных соглашений, отметил спикер. Расследование крушения самолета под Актау – дело сложное и ждем результаты. Замгенпрокурора Галамжан Койгельдиев прокомментировал расследование крушения самолета «Азал», произошедшего 25 декабря близ Актау. Он сказал, что расследование ведется опытной следственной группой, назначены экспертизы, но дело непростое, придется ждать. Самолет авиакомпании «Азал» летел из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из которых выжили 29. Все казахстанцы погибли. Блогерам, которых задержали в Алматы из-за вымогательства, теперь грозит до 15 лет тюрьмы. В прокуратуре говорят, что дело расследуется по статье 194 Уголовного кодекса. Это вымогательство в особо крупном размере. Предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Блогеров задержали 23 января при получении 10 миллионов тенге после обращения потерпевшего. Новый авиарейс Алматы-Мумбаи. С 20 апреля авиакомпания Air Astana начнет регулярный рейс Алматы-Мумбаи, сообщает Министерство транспорта. Самолеты Airbus будут летать 3 раза в неделю. Новый маршрут увеличит количество пассажирских рейсов между Казахстаном и Индией до 21 в неделю. Сейчас летают так: Алматы-Дели, Air Astana и Индиго 7 рейсов в неделю, Алматы-Гоа, Скат 2 рейса в неделю и Астана-Гоа, Флайарстан 2 рейса в неделю. Развитие событий через час и на нашем информпортале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин, это Авторадио Казахстан. Ну а прямо сейчас начинается ваше любимое шоу приветов и поздравлений. Эфир Гейшихарнес ведет его Жасулан Мирамбек. Прогноз погоды. Сегодня в Петропавловске 7 морозов, в Кокшетау -2, в Костанае +1, в Павлодаре и Кипастузе -5, в Туркестане и Шымкенте Таразе +2, в Казаларде -1, в Атырау +3, в Актау 5 тепла, в Актубе 0, в Уральске +1, в Семейске Миногорске 6 мороза, в Караганде и Тимиртау 8 ниже нуля, в Жезказгане -4, в Балхаше -11, в Астане -5, в Талдыкургане Алматы